первом, и в этом случае. Это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да, наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. И знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать ни свое место пребывания и так далее. Но если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что вот этот пациент Берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Ты понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Так, Владимир Путин прокомментировал еще и расследование Bellingcat о том, как ФСБшники организовывали это покушение на Алексея Навального. Стало известно, что это было несколько человек, которые под вымышленными фамилиями, с поддельными паспортами следили за Навальным во всех его поездках. И в этих поездках они как раз и отравили Алексея Навального новичком. Это установило немецкие токсикологи в Германии. Эту тему мы обсудим с Александром Подробинником, публицистом и журналистом, правозащитником. Он с нами на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот, конечно, много можно об этом говорить, но вот есть одна фраза, которая, скажем так, часто звучит из уст Путина, когда он комментирует такого рода убийства. В данном случае, слава богу, не убийство, а покушение на убийство. Когда он говорит, а нам это невыгодно, а нам это зачем, а вот если бы хотели, то сделали бы. Может ли это действительно как-то оправдывать такая аргументация, то, что произошло и то, что стало известно? Вы меня слышите? Мне кажется, что аргументация — это вообще не тот конек, которым силен господин Путин. Когда-то на одной из предыдущих пресс-конференций или ежегодных докладов он как-то с таким задором сказал, что вот если нас обвиняют в чем-то нехорошем, давайте имена, пароли, явки. Это стало мемом таким, имена, пароли, явки. И вот ему сейчас дали имена, пароли, явки, полный расклад всего события, покушения на Алексея Навального. Он не нашел ничего лучше на это, чем ответить не по существу, не кто организатор, не как это происходило, а то, что Навальный сотрудничает с американскими спецслужбами, не приводя при этом никаких аргументов, никаких доводов, никаких фактов. Это характерный стиль вообще для чекистов, для госбезопасности, когда их обвиняют в чем-то конкретном, они уходят от ответа, от прямого ответа и говорят о чем-то совершенно потустороннем, о связях с империализмом раньше говорили, а сейчас говорят о связях с американской разведкой. Ну, вот хотелось бы ему тоже спросить, вот давайте имена, пароли, явки, да, обвиняете Навального в сотрудничестве со спецслужбами, приведите какие-нибудь доказательства, хотя бы близкие по уровню к тому, которые приведены в расследование Bellingcat, Insider, CNN. Но ничего этого нету. Это чистая риторика, чистая пропаганда.